Хәерле сәгатьтә, хөрмәтле милләттәшләр. Һезне Силәбе башкортларының үткәнен, бүгенгеһен һәм киләсәген сакылдырган Уралым тапшыруында сәламләйбез. Һаумыгыз. Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы рады приветствовать вас на главной передаче Башкир Челябинской области в программе «Уралым». Для работы и творческого вдохновения команда «Уралым» получила подарок от главы Башкортостана. Зур рәхмәт Башкортстан хөкүмәтенә. Туган яктан гүзәллеген халам мин йырдарыма. Озерск каласында милли йыр һәм бию конкурсы үтте. Южноуральцы, чьи имена вошли в историю Башкортостана. Я все сделала как положено. То есть надежный человек. Работу редакции «Уралым» высоко оценивают и в Башкортостане. На днях творческая команда получила в подарок профессиональное оборудование от главы Башкортостана. Торжественная церемония вручения подарка редакционному коллективу «Уралым» состоялась в День Республики Башкортостан. Ее провели представитель Башкортостана Амур Хабибулин и председатель исполкома областного курултая Марис Юсупов. В комплект входит камера, монтажный стол и необходимый инвентарь для студии. Бұл бүләкте шәһәтлем зур куаныс белән кабул итеп алдык. Сөнки хәзер инде безнең эшебез күпкә еңелләште. Зур рәхмәт Башкортстан хөкүмәтенә, Рөстәм Зәки улына, безнең эшебезне шулай итеп дурлавына, күрүенә. О заветной мечте башкирской телестудии глава республики узнал, когда в конце апреля был в Челябинской области с официальным визитом. Тогда Рустем Хамитов познакомился с главным редактором Нурией Иксановой, которая рассказала о популярности национального медиапродукта у башкирского населения области. Поведала о работе творческого коллектива. Глава республики высоко оценил передачу «Уралым», пообещав оказать содействие в приобретении автомобиля и модернизации оборудования студии. Рустем Хамитов сдержал свое слово, и теперь у телепередачи есть все необходимое для изготовления качественного медиапродукта. Глава республики очень заинтересовался, посмотрел на наше оборудование, которым все снималось. Понял, что у нас, скажем так, есть проблемы с мобильностью, потому что регион все-таки у нас большой, башкиры живут по всех уголках Челябинской области. Каждому надо добраться, каждого надо показать, поэтому, скажем так, прямо на той встрече, это было 25 апреля 2017 года, он пообещал, скажем так, укрепить материальную базу, материально-техническую базу телепередачи «Уралым», ну, ему, может быть, обеспечить транспортным средством. Пока у нас с транспортным средством вопрос, но тем не менее вот оборудование по последнему слову техники, которая, ну, скажем так, мечтать не мечтали еще об этом, да, год назад или полгода назад, а теперь уже имеем такое оборудование профессиональное, которое позволяет делать передачи высочайшего уровня. Больше всего подарку главы рад оператор Ильфат Гематов, который считает, что хорошая телекамера не только позволяет делать профессиональную съемку, но и вдохновляет на творчество, поскольку обладает множеством интересных опций. Челябинский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте отметил свой юбилей. За эти годы учебные заведения подготовило 1000 профессионалов. Во Дворце культуры железнодорожников собралось множество гостей, которые поздравили филиал с юбилейной датой и провели церемонию награждения сотрудников грамотами и благодарностями. Среди присутствующих были и представители вузов города, филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы, партнеры и выпускники филиала. Стоит отметить, в данном вузе обучаются и уроженцы Республики Башкортостан. К нам охотно приезжают из приграничных Челябинской области районов Башкортостана для того, чтобы получать образование в нашей академии. Я многих студентов, которые учились у нас, знаю лично. Амур Габидулович, мы давно с ним сотрудничаем. Он работает как в Челябинской области, так и в Башкортостане. И у него очень большие полномочия. Академия госслужбы, она, наверное, это один из моментов объединения, наверное, людей. Сегодня со сцены очень много говорилось о том, что мы приобрели друзей, то есть мы приобрели сторонников своих. В этот день звучали добрые пожелания в адрес директора Сергея Григорьевича Зырянова, а также сотрудников, преподавателей, студентов и выпускников академии. Озерск каласында 7-нче тапкыр Туган як исемендәге башкорт һәм татар мәдәнияте конкурсы үтте. Ошо еллар эчендә конкурс бихисап яңа йондызларның исемен халыкка сыгарды. Туган як конкурс фестивале ул ысынлап та милләттәр ара татулык байрамы. Быелгы елда иһә конкурста катнашучылар төрле яктан килүләре белән аерылып торды. Мәсәлән, үз көстәрен һанап карарга Магнитогорск, Нияз, Өргө-Өфәлей, Плас калаларыннан һәм Ногайбак, Сосновка, Коншак һәм Сыбаркүл районнарыннан килүчеләр дә булды.
Кала мәдәният йортында иртә менән байрам мөхите хөкем һөрде. Залда милли кул эшләрен сагылдырган күргәзмәләр эшләнә. Ә белгечләр катнашучыларның йыр-моңга таһыллыгын баһаланы. Артабан сараны гала-концерт дәвам итте. Катнашучыларны байрам белән котларга төрле яктан кунаклар килде. Улар арасында Башкортстан исеменнән өлкә даими вәкиле Амур Хәбибуллин сыгыш яһаны. Ул гран-при яулаучысы яшь Силәбе йондызы Мәрьям Хәлимованы рәхмәт хаты һәм истәлекле бүләкләр белән тәбрикләне. Әйтеп үтәргә кирәк, Мәрьям үзе генә сыгыш яһап калмай. Ул Сосновка районында балаларны башкорт йыры һәм биюе серләренә өйрәтә. Место, где располагается этот город, это традиционное место, где проживали коренное население, это башкиры. И то есть очень большое количество соседних деревень, большое количество именно людей, проживающих именно татарской и башкирской национальности именно в самом городе. И безусловно необходимо о том, чтобы язык и культура, она профилировалась. А такие мероприятия, они именно ведут разговор к тому, чтобы молодое поколение среднее, оно начинало понимать, что есть самобытность определенная, то есть есть свои определенные истоки, и эти истоки необходимо сохранять. Сарала катнашучылар фестивальдә оештыру кимәлен бик югары баһалана. Һәм киләсәктә төбәк ара гына түгел, ә халыкара даирәгә сыгударын теләнә. В Челябинске состоялось открытие филиала Башкирской коллегии адвокатов. Наша съемочная группа побывала в торжественной церемонии открытия. В этот день руководитель Челябинского филиала Башкирской коллегии адвокатов Светлана Мажитова принимала поздравления как от коллег Челябинской области, так и из соседней республики. Поддержать новоиспеченный коллектив решил лично президент Адвокатской палаты Республики Башкортостан Булат Юмадилов. Мы делаем доступ для получения квалифицированной юридической помощи гражданам. Это, с другой стороны, между адвокатами связь такая, что если не смогут выехать, у нас и знают, что у нас есть здесь филиал, входит связь и, конечно, общаются и могут здесь уже наш филиал сопровождать арбитражные вопросы. Коллектив Челябинского филиала Башкирской коллегии адвокатов настроен на плодотворную и многогранную работу. Они готовы публиковать статьи по юридической тематике в газете «Уралы». Более того, по просьбе доверителей сотрудники будут проводить консультации на одном из государственных языков республики – на башкирском. В каждом конкретном случае мы проводим беседы, вникаем в ситуацию и оказываем юридическую помощь в зависимости от категории спора. По всей стране идет подготовка к празднованию столетия Республики Башкортостан. У истоков республики стояли и наши южноуральские башкиры. Дамир Жаватович Валеев, известный ученый, философ-культуролог, родился 2 января 1940 года в Аргаяшском районе Челябинской области. Начинал трудовую деятельность в качестве инженера в южноуральских ТЭЦ. В 60-х годах, получив юридическое образование, работал инструктором башкирского обкома ВЛКСМ и в этот же период всерьез решил заняться наукой. В 1967 году он поступает в аспирантуру Уральского государственного университета, где успешно защищает кандидатскую диссертацию. С 70-го года Дамир Валеев стал преподавателем уфимского филиала Свердловского юридического института. Затем на долгие годы судьба связывает его с Башкирским государственным университетом. Участвовал в общественной жизни башкир Южного Урала. Это буйвол, который все на своем пути, все снесет. То есть у него даже выражение лица, вот это все, я все сделаю, как положено. То есть надежный человек. Дамир Валеев является автором более 200 научных трудов. Область исследования ученого была очень обширной. Это вопросы истории, генезиса и функционирования морали и права, нравственной культуры этноса, башкирского эпоса, проблемы государственного суверенитета, национальных отношений и федерализма. Он первым из ученой среды обратил внимание на изучение диалекта и самобытной культуры челябинских башкир. Он с этого слова говорит, это только тут местный так. Ну и вот какие-то вот такие отдельные словечки. Еще что-то он замечал. Дамир Жаватович скончался 28 мая 2002 года и похоронен в селе Новособолево Аргаяшского района Челябинской области. Южноуральцы и жители Республики Башкортостан верно хранят память великого ученого. Средняя школа в селе Новособолево названа в честь Дамира Валеева. Про его жизнь и творчество написано сотни статей и изданы книги. Имя знаменитого философа вошло в проект «100 имен Башкортостана».
Завершился конкурс от областного башкирского Курултая «Яркие моменты Сабантуя». Кому удалось запечатлеть самые красочные эпизоды национального праздника, узнаем далее. Мы специально сделали побольше номинаций, чтобы у ребят у всех была возможность, скажем так, получить какое-то призовое место. Понравились больше, конечно, мне те рисунки, которые были выполнены с помощью красок. У самого внучки есть. Допустим, старшая, она вот с удовольствием разукрашивает все, чтобы самой рисовать. У нее еще как бы моторика не настолько развита, 3 года всего ребенку. Но тем не менее, вот те, кто сами, скажем так, именно красками владеют, для меня это лучше, чем когда там фломастером или карандашом разукрашивают. Есть те рисунки, те работы, которые на самом деле как бы даже вот для столь юного возраста они уже и сюжет хороший, и, скажем, видение хорошее у ребят. Мы, конечно, не такие великие специалисты в рисовании, но тем не менее постарались как бы объективно подойти и оценить работу каждого ребенка. Я думаю, этот опыт будет продолжаться, и не только по сабантуйной тематике, наши мероприятия, областные, может, федерального значения праздники. Фольклорный ансамбль песни и танцы «Мирас» города Уфы приглашает на большой сольный концерт. Вас ждут красочная и насыщенная программа, лучшие вокально-хореографические номера. Концерты пройдут 23 ноября в городе Златоуст в ДК «Булат» и 24 ноября в городе Челябинск ДК «ЧТЗ». Начало в 19:00. Справки по телефону 8 951 793 3203. Стерлитамакское государственное театрально-концертное объединение приглашает южноуральцев окунуться в мир танца народов мира. 27 ноября в селе Кунашак, начало в 17:00. 28 ноября в село Аргаяш, начало в 18:00. Билеты в кассах районных дворцов культуры. Справки по телефону 8 927 931 84 86. Участники группы «Уралым» в социальных сетях могут выиграть пригласительные билеты. Подробности в социальной сети ВКонтакте. Наша передача подошла к концу. Смотрите нас на канале ОТВ. До новых встреч! Ошуның менән тапшырыуыбыз тамам. Безне ОТВ каналында көтеп калыгыз. Киләһе очрашкандарга тиклем.